Литературное наследие великого поэта. Сегодня 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина и в день русского языка, Нерюнгринская центральная городская библиотека открыла свои двери. Все желающие смогли окунуться в мир поэзии. Побывали там и наши коллеги. Главным содержанием праздника поэзии стало, конечно же, звучащее слово. Было чтение пушкинских стихов гостями, желающих донести до публики свои любимые произведения. Мороз и солнце, день чудесный, ты еще дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись, открой сомкнутый негой взор навстречу северной авроры. Звездою с севера явись. Также была организована выставка книжных экземпляров, где любой желающий мог прочитать отрывок из произведений любимого поэта. Читатели увлеченно участвовали в литературной викторине. Мы традиционно оформляем выставки, проводим квесты, викторины, игры и всевозможные мероприятия литературного характера. Конечно же, изюминкой всех наших мероприятий это всегда выступления наших читателей и гостей библиотеки. И наше, и будущее поколение будут писать стихи, книги, статьи, искать слова для того, чтобы оценить величие Пушкина для нас. Для коренной нерюнгринки Елены Лепехиной стихи Александра Сергеевича привнесли неоценимый вклад в ее творчество. Собственную музыку она пишет с 7 лет. Открываю стихи, смотрю на них и слышу музыку. Такое впервые получилось у меня с Пушкиным. В итоге на стихи Пушкина уже 4 песни родилось. Таким образом, что я их просто слышу, как они звучат. Остается только взять гитару и подобрать музыку, которую я слышу у себя в голове. Наследие основоположника современного литературного языка очень богато, а его произведения объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей. Стихи Пушкина переводятся на десятки языков мира, а для некоторых даже звучат музыкой. Во тьме глаза твои блистают предо мною, мне улыбаются, и звуки слышу я. Мой друг, мой нежный друг, люблю твоя. Александра Цыбикова, Сергей Козюра, Нерюнгри.